Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Якутия приближается к коллективному иммунитету против коронавируса. Озвучим, какие районы в лидерах по вакцинации. Из маленькой теплицы в лидеры овощного производства завершили строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Буфет, массажный кабинет и парикмахерская. В городской бане Ленска значительно расширился спектр услуг. Якутия приближается к формированию коллективного иммунитета против коронавируса. Первые компоненты вакцины получили более 71% жителей региона. В городе Якутске и более 74% населения. Среди лидеров по вакцинации остаются Лайховский, Момский и Колымские районы. В пятерке отстающих – Верхневилюйский, Алекминский, Мирнинский, Намский и Чурапчинский район. В выходные в Якутии пройдут массовые проверки ГИБДД. Мероприятия проведут для профилактики дорожно-транспортных происшествий. В результате рейдов на прошлой неделе выявили 20 нетрезвых водителей, из которых двое сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. Зафиксировали также 7 дорожно-транспортных происшествий, где различные травмы получили 9 человек, в том числе 1 ребенок. Всего составлено более 1300 административных материалов. В Якутске завершилось строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Проект стартовал в 2016 году с небольшой экспериментальной теплицы. О том, как налажено производство уникального и самого крупного тепличного комплекса, расскажет Сарглана Неустроева. Всего 5 лет назад агропромышленный комплекс «Саюри» представлял из себя всего одну небольшую круглогодичную теплицу. Тогда ее строительство на территории вечной мерзлоты назвали технологическим прорывом. Мало кто верил в успех этой компании, но уже сегодня «Саюри» – это 15 тепличных блоков и более 3 гектаров выращиваемых овощей. Последние 6 блоков открыли совсем недавно. И хоть технология остается прежней, «Саюри» продолжает совершенствоваться. У нас есть небольшое нововведение, так скажем. Если раньше у нас теплицы состояли практически полностью из пленки «Эвклин», то сейчас было принято решение сделать стены из сэндвич-панелей. Что касаемо кровли, крыши, то мы приняли решение все-таки оставить пленку «Эвклин», так как у нее очень хорошая светопропускаемость. Соответственно, солнечные лучи мы получаем в нужном количестве. Ежегодно «Саюри» производит порядка 1500 тонн овощей. С вводом новых теплиц производство увеличится до 2500. Более того, возможно, уже совсем скоро якутские прилавки пополнятся и местными клубникой, баклажаном и перцем. В данный момент у нас выращиваются основные это огурец, томат и салат с зеленью. Но также для себя, для сортиспытания мы пробуем вырастить баклажаны, перцы, клубнику. А сейчас идет апробация технологии, и если все будет хорошо, то в следующем году уже будет все в больших объемах. В качестве выращиваемых овощей можно не сомневаться. В производстве совсем не используется чернозем, который рискует заразить растения паразитами и болезнями. Вместо него агрономы применяют кокосовый торф, а по трубкам к овощам регулярно поступают удобрения. Мало кто знает, но на производстве «Саюри» трудятся и совсем уж маленькие работники. Шмели в теплицах комплекса также способствуют росту овощей. Они опыляют растения и придают плодам тот самый сочный вкус. Разумеется, немалую роль на производстве играет не только профессионализм сотрудников, но и их искренняя увлеченность делом. Тебе дают теплицу, вот целая теплица, как бы это уже моя теплица, да. К каждому помидору надо относиться как-то с любовью. Не надо же там все ходить, ломать. Это, конечно же, надо как-то к ним бережно относиться. Мы каждый овощевод вкладываем туда-сюда в нашу работу всю душу и всю любовь.
Сегодня Саюри – это лидер овощного производства в республике, который не имеет конкурентов на рынке. Продукция комплекса всегда раскупается за считанные минуты, а это значит, что Саюри все еще есть куда расти. О наращивании производства высказался и глава республики Айсен Николаев в ходе торжественного мероприятия, посвященного завершению строительства Саюри. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. Идем далее. Россиянам хотят выдавать индивидуальный номер налогоплательщика, или, проще говоря, ИНН, с помощью портала госуслуг. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Если документ будет принят, подавать заявление на получение соответствующей услуги можно будет через портал госуслуг. Для этого понадобится электронная подпись. Налоговый орган, в свою очередь, сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа. В настоящее время для постановки на налоговый учет можно подать заявление в электронной форме на официальном сайте ФНС. Однако получить свидетельство можно только лично в налоговой инспекции. Предполагается, что поправки вступят в силу по истечении 6 месяцев после официальной публикации закона. А с 1 октября 2022 года оклады военнослужащих планируют увеличить на 4%. Согласно документу, опубликованному Минобороны, также будет повышено денежное довольствие и сотрудников и некоторых органов исполнительной власти. Напомним, ранее власти приняли решение не проводить индексацию доли денежного довольствия, которая учитывается при расчете военных пенсий. В Госдуме пояснили, что рост окладов повлечет повышение пенсии проходившим военную и приравненную к ней службу с 1 октября 2022 года на 4,4% и с 1 октября 2023 года на 9%. Отметим, что денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов с 1 октября следующего года увеличится на 5% сверх уровня инфляции. Государственный природный заказник Лаптевоморский в Анабарском районе и заповедник Большое Токо в Нерюнгринском районе планируют создать в Якутии до 2024 года. Эти работы ведут по нацпроекту «Экология». Так, Лаптевоморский заповедник имеет профиль ландшафтного и создается для сохранения наземных и морских природных комплексов реки Лены и шельфа моря Лаптевых, в том числе сибирской полыньи, а также островов Большой и Малый Бегичев, Преображение, Песчаный. В границах заказника планируют сохранить виды растений и животных, в том числе находящихся под угрозой исчезновения. А всего в Якутии создано 234 особо охраняемые территории федерального, регионального и муниципального уровня. В Нерюнгре прошел традиционный грантовый конкурс «Молодежная инициатива». В этом году конкурс провели в 4-й раз. Из 10 поданных заявок к защите проекта допущены 7 участников. Подробности в сюжете Ирины Кичигиной. Участники конкурса – это молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Проекты представлены в 3 номинациях – творчество, патриотическое воспитание и волонтерство. Для того, чтобы претендовать на грант, молодым людям было необходимо подать грантовую заявку установленной формы. На сайте «Молодежь РФ» размещены рекомендации по их заполнению и обучающий курс по написанию грантов. Для нас реализация данного проекта молодежной инициативы очень важный инструмент по поддержке молодежных инициатив. Мы считаем, что благодаря именно такому грантовому конкурсу молодежь нашего города может реализовать свой потенциал по основным направлениям и рассказать о себе и заявить о себе как о лидере молодежи. В номинации «Творческие инициативы» были представлены проекты «Стартап», «Семейная мастерская», «Городские велопарки», «Утро начинается с кофе». В номинации «Гражданско-патриотическое воспитание», «Посылка солдату» и «Финансовая грамотность для молодежи». В номинации «Развитие волонтерства», «Школа волонтера» и «Игры нашего двора». По результатам конкурса 3 участников получат гранты на реализацию проектов в сумме 100 тысяч рублей. Сегодня я представлял проект «Игры нашего двора». Цель моего проекта – это возродить игры наших родителей и моей молодости, чтобы нынешнее поколение не сидело дома и не играло в телефонах, а проводило время, хорошо используя на свежем воздухе. Грантовое средство у нас пойдет на оборудование, в первую очередь для проведения фестиваля, на котором как раз таки мы представим несколько площадок. Каждая площадка будет сопутствовать своей игре. Реализовать проект ребята смогут до 1 сентября 2022 года. Результаты отбора будут известны в ближайший понедельник. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Более 140 тысяч якутян приняли участие в первом этапе программы «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Якутяне выбрали 124 территории в 37 городах и селах республики, которые будут благоустроены в год столетия Якутии. На следующем этапе в срок до 15 февраля муниципалитеты должны будут обеспечить подготовку необходимой проектно-сметной документации с экспертизой сметной стоимости. К 1 мая должны быть определены подрядчики на выполнение строительно-монтажных работ и начать реализацию проектов. Срок завершения всех работ – 1 ноября следующего года. В городской бане Ленска открылся буфет, массажный кабинет и парикмахерская. Теперь, придя в баню, можно не только помыться, но и провести целый комплекс процедур, да еще и выпить чаю, расскажет Светлана Балеева. Городская баня после реконструкции была открыта в прошлом году и сразу стала пользоваться большим спросом у ленчан. За год в бане помылось более 6 тысяч человек. Всех все устраивало, и пар, и помывочная, но вот пожелания все-таки были. Люди постоянно требовали, ну не требовали, а просили буфет, парикмахерский, массажи, чтобы это было как бы удобно кому-то что-то помыться и как бы сделать такие вот эти самые. Ну вот глава у нас и директор Алена Александровна, значит, это самое как бы все это. Есть арендаторы, сняли 4 вот эти сразу комнаты, чтобы был буфет, массажная там. Ну, может, кто-то ногти, там, может, что-то массажное, эти сам педикюры будет делать, не знаю. Ну, в общем-то, люди довольны. Сейчас вот они сегодня должны открыться, и как бы пойдет дело. И действительно, какая баня без вышеперечисленных услуг, особенно без буфета, когда после парилки можно выйти и выпить кружку горячего чая. Сегодня он здесь появился благодаря предпринимателю Кумбат Саидовой. Его прилавки ежедневно будут пополняться свежей выпечкой местных производителей. Продажи горячей куры гриль, соки, газированная вода и чай. Цены у нас самые-самые бюджетные. То есть любой, я считаю, что абсолютно любой человек может зайти сюда, даже не только посетитель бани, а в принципе любой там проходящий мимо человек, он может зайти сюда и попить, может себе позволить попить чаю. Также в бане открылся массажный кабинет и парикмахерская. Эти 2 кабинета девушка тоже взяла в аренду у предприятия «Гранит». Теперь один из них сдает субарендатору под парикмахерскую. Здесь больше поток людей. И удобно сразу постригся, помылся. Пожилых женщин тоже стригу. Но в основном на мужчин и мальчиков. Сама Кумбат – массажист. Она работает в массажном кабинете. Желающих на эту процедуру всегда хоть отбавляй. Поэтому клиентов, надеется девушка, будет много. Ленчанам уже понравились новые изменения. Стрижка тем более нужна. Почему? Ну, как пришел, постригся. Чистый, нормально выскочил отсюда. Будем, все будем. Что есть, тем пользоваться будем обязательно. В скором времени в бане появится кабинет маникюра и педикюра. Еще несколько идей предприниматель оглашать не стала. Но, судя по всему, открытие новых направлений в банном деле будет еще не одно. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.